Ребятушки, всем привет! Ребятки, вырвался наконец-то, ребят, вырвался я на рыбалочку. Открывать сезончик, ребят, будем рыбачить сегодня налима. Ночная рыбалка. Сейчас нахожусь, ребят, в деревне Пусаш, получается. Вот она, сразу приехал. Поселок Первомайский, деревня Вадыб, село Воча. Короче, вот такие дела, ребят. Короче, в Пятаке. Вот река Визинга, получается. И наблюдаем сысолу. Прошлые выходные, ребят, ломанулся с дуру. Хотел зайти, попробовать, но не получилось. Здесь все было затоплено, ребят. Короче, все залито, так что не прорвался. Пришлось вернуться, пошел дождь. Короче, вот так я все спустился и канаву не смог перейти. Сейчас я наблюдаю, что река хорошо упала. Сысола уже в берегах, Визинга уже как недели две в берегах, получается. Сейчас, ребят, придется вот так обходить мне все, потому что попытаюсь дойти до устья Визинги. Буду рыбачить на Визинге, но тем самым, что река рядом с Сысолой и налим заходит на малые воды с большой реки. И, возможно, на ямке мне сегодня фартанет, удача. А так, в принципе, погода, ребят, замечательная. Ветрище, правда, конечно, сильное такое, но я думаю, к вечеру все это успокоится. Время 2 час дня, вышел пораньше, чтобы добраться до места. Посмотреть место, заготовить дрова, что-то какой-то шалаш, укрытие сделать. Возможно, дожди обещают. На неделю минусовая температура даже. Так что, ребят, как-то так. Вон понтон, получается, уже поставили. Позавчера, наверное, его поставили. Уже все. Уже люди сейчас села Вочи с хлебом, с сахаром, как говорится. Потому что дорога закрыта, и они обесточены на пару недель. Ну все, ребят, не переключаемся. Я думаю, у нас сегодня будут классные приключения. Сейчас, как обычно, на ножки и вперед. Все, ребятки, погнали. Здорово, пацаны. Че, поломались? Бывает. Ребятки, прохожу сейчас по дороге, получается. Вот неделю назад, ребят, тут полностью была вода. Прошу прощения за ветер, наверное, сильно шумит. Ну вот просто охота было показать. Вот это, ребят, все была вода полностью затоплена. Я обходил вот так лесом, делал круг, но без вариантов, ребят. Пришлось вернуться. Вот видно, что вода стояла. А сейчас уже все, можно идти. Проходим потихонечку. Да, ветер, конечно, ужасный вообще. Но к вечеру, я думаю, будет тихо, красиво все. Вот, ребятушки, добрался до реки. Река уже в хорошем состоянии. Просто в хорошем, я бы сказал. Уже, наверное, мелочь пробуют местные рыбачить. С местными созванивался. Вот стоит палочка, кстати, ребят. Кто-то по большой воде здесь рыбачил. Кстати, в прошлом году мы здесь весеннего налима открывали вот на этом повороте. Попадался налим, но слишком он очень мелкий. Вода вообще шикарно упала. Вообще, ребят, я просто превозмогаю. Я просто уже все, ребят. Это для каждого рыбака, ребят, это, наверное, открытие. Это волнение в душе, потому что, не знаю, я знаю, что уже многие рыбачат. У нас в республике крайний север. Полгода зима, ребят. Так что жидкая вода это счастье для рыбака. Он ждет просто ее. Тем более, когда рабочий график ужасный, ребят. Когда не получается одни выходные, и то бываешь, выезжаешь по работе, но это вообще. А сейчас, ребят, вырвался, несмотря на что. Прям все, проходим.
заводе. Столько утки, ребят, поднял. Ну это капец просто вообще. Просто немерено. А вот, ребята, они сели. Сейчас попробуем заснять. Но вряд ли они подымутся, наверное. Вот селезень с крякой сидит. Ветер, наверное, ребят, жесткий. Попробуем подойти. Вот, пошли. Вот такие, ребят, в заводе. Отличная охота здесь по весне. В шалашах можно сидеть. Вон там еще, ребят, и утки сидят. Утки вообще много. Лягушиная икра. Вообще море ее. Такой шматок. Лягушечки. Ребят, вода упала. Видно, быстро вода упала. И вот икра осталась прямо на берегу. На берегу икры. Просто такими лужами. Просто море ее. Здесь видно. Маленькие головастики плавают. Здесь вода сохранилась и дошел на место, где примерно планировал рыбачить. Здесь хорошая яма. Там дальше пляжи затоплены. Возможно, здесь останусь ночевать. Сейчас, конечно, схожу еще подальше, ребят, пониже. Посмотрим, как там обстановочка. И потом уже время позволяет, выберем за и против, куда мы с вами забазируемся. Сейчас быстренько пробегусь. Кстати, ребят, нахожусь в этом районе. Кто на меня смотрит, когда я убегал от волков, ребят, где-то в этом районе, ребят, они на меня вышли. Вот такие дела. Ладно, ребят, сейчас пройдем себя, как старица получается, и от нее канава. Ну и канаву получается не перейти канаву. Вот. Можно было, конечно, рубануть дерево, вон видно. Постоянно мужики рубили, переходили, но там еще одна и еще одна. А там одна идет на поле, там не перейду, короче. Можно идти в обход, но я знаю, там болото. По болоту я там точно не перейду. Так что останусь здесь. Вспомню волков. Да, вот здесь палатка где-то у меня, ребят, была. А волки выли вот с той стороны. Где-то вот с того леса. Как-то так. Ну все, ребят, значит, остаемся здесь. Сейчас разбазируемся. Время рано еще донки ставить. Ну, к вечеру я пораньше в любом случае поставлю, потому что, ну, 26 мая, ребят, у нас уже черемуха зацвела. Обычно по черемухе, ребят, я начинаю ловить щуку на спиннинг, а по сирене начинаю ловить езя. Ну, вот как-то так у нас. Есть дрова, намыло дрова, ребят. Всякие доски разные. Вот надо будет заняться вот этими досками. Все притащить, чтобы на ночь был костерок. Здесь лужи. Вечером будет перелет утиный. Будут садятся утки. Короче, будет весело здесь, наверное. Ладно, друзья, все. Иду распаковываться. Все, друзья, тут и останавливаемся. Сейчас потаскаем дровишки. Дровишки по кустам намыло. Сейчас будем собирать потихоньку, так что приступим. Нашел, друзья, раскладушку, но она такая дряхлая. Так бы она пригодилась, как лежаночка, ништяк бы было. Ну, дряхловатая. Но... Вот столько, ребят, друзья, нашел дровишек. Там, в принципе, вообще целый сарай какой-то принесло. Так что, если ночью закончится, спокойно можно сходить, взять пару досок. Вот, притащил. Ветер, ребят, ужасный. Тут еще как на пустыре. Кустов ничего нету, все открыто. Ветер, конечно, вообще некомфортный.
Воды ничего с собой не брал, надо сейчас чайку сделать, кипятить, попить, потому что пока шел, пересох весь. Горы пересох, сейчас дровишек принес. Вода упадет, как ясь начнется, ребят, в этих кустах отлично добывает езя на удочку. Так что там целый сарай, еще раз говорю. На целый сезон мужикам хватит. Да и мы с вами сюда приедем, попробуем прикормочки от фирмы Клево. Ну и попробуем добыть езя. А так, сегодня пока налим. Сейчас кипятим чайку и поставим, ребят, здесь шалашик как открытие, потому что какие-то тучи несет. Возможно, будет дождь. А нам этого не надо. Ладно, ребят, занимаемся костром, кипятим чай. Вот так вроде, друзья, разжег костер. Дрова сырые все, блин, зараза. С первого раза потухло. Плюс с травой разжег вот этой соломой. Она, когда прогорает, она наоборот закрывает кислород и, короче, ничего не получается. Сейчас разобрал костер, нарубил сухую доску и вроде вот пошла жара. Ну все, погода испортилась. Идет моросит дождик, ребят. Время 4 вечера. Надо поставить шалашик. Сейчас нарублю жерди, ребят, и потом покажу, что у меня получилось. Так, ребятки, смастерил вот такой шалашик, получается, да. И, ребят, смотрите, что у меня есть. Это у меня получается, ну, пищевая пленка, только пищевая она потоньше идет, и маленький рулон. А это здоровый рулон, она потолще, и она такая темноватая чуть-чуть. Это у меня с работы, это пол рулона, наверное, рулон больше идет. Не знаю, в принципе, покупать, естественно, бы я не стал. А так как лайфхак, сейчас сделаем шалаш из него, обтянем полностью вот эту штуку вот этой пленочкой, и будет шикарно. Внимание, друзья, когда обрубал я жерди, я не за подлицо не рубил, я специально делал сучки, чтобы когда буду обматывать, пленка протыкалась и не улетала ветром и надолго сохранилась. Макушку я не буду обматывать, она сама с пленкой сойдется и будет шикарно. Вот такое чудо, ребят, получилось. Я не знаю, сколько слоев, но, естественно, пленка, когда боком ложится, она криво идет. Прямые бы стенки были гораздо бы лучше. Сейчас просто берем ножик и выпиливаем себе здесь дверь. Ну вот, друзья, теперь наши вещи не промокнут.
Да и самому можно залезть. Такой уродец получился, короче. Ну, зато быстро и удобно. Вот такой, ребят, шалаш. Вещи, все нормально, все под этим, под крышей. Так что нормально. Огонь. Ну, дождя, наверное, не будет, потому что там просвет хороший идет. И видно, что там вот сейчас тучка пройдет, и уже к вечеру видно просвет. Возможно, солнце даже будет. Шикарно. 4 часа. Сейчас пьем чай. Быстренько чайку попьем и будем расставляться, друзья. Чаечек закипает. Котелочек небольшой у меня, походный. 2 пакетика достаточно. И лошара, ребят, забыл кружку. Ё-моё. Все не могу отвыкнуть от зимы, потому что зимой постоянно берем термос. Ну, кружка, естественно, от него там. А тут забыл. Не знаю, как обычно жгу бутылки. Собираю по берегу. Опа. Чуть-чуть отодвинем. Пускай настоится. Будет бомба. Деваться некуда, ребят. Нашел бутылку. Сейчас сделаем себе кружку. Разрежем. Хорошенько помоем. И вот у нас кружечка. С котелка же не буду пить. Вот такая кружечка. Сейчас хорошо помою. И нормально будет. Всю ночь чаи буду гонять, так что кружка по-любому нужна. Но это, ребят, конечно, сожгем. Чаечек готов, ребят, у нас. Ребят, не так давно, буквально 2 дня назад, у моей мамы было день рождения. Я с командировкой, ребят, не смог приехать к маме на день рождения. И вот этот бокальчик такой своеобразный чая, ребят, хочу выпить за свою мамулечку. Мамуль, ты знаешь, я тебя сильно люблю, и как бы ни было. Так что за тебя, родная, живи долго, счастливо. И знай, что я всегда рядом. Твое здоровье. Ребят, прежде чем забрасывать доночки, многие, может, знают, но я беру старый спиннинг свой, цепляю грузило. И вот прежде чем закинуть донку, ребят, я вот пробиваю точку, смотрю, на каком расстоянии ее забросить, а в какую сторону. Протащу по дну, посмотрю, могут кусты, коряги есть какие-то, еще что-то. Примерно уже определяюсь с расстоянием дистанции и уже конкретно на этом месте забрасываю донку. Так что погнали. Сейчас проброшу все, посмотрю, какая глубина, где бровка, где что и так далее. Так, друзья, ну все готово к забрасыванию. Сделал, заготовил палочки для донок. То бишь вставляется, заматывается, и от него уже идет леска. Здесь такие небольшие надрезы, 5 штучек. Ну, не сделал, потому что макушки остались от этого, от шалаша. Их использовал. Рыбачу, ребят, только на червей налима. Почему-то у нас больше не берет ни на что. Использую белого червя. Красного не использую, потому что он слабенький на разрыв. Ну и, ребят, доночки. Мотовила, леска основная 0,6, 0,7, поводки 0,4, 2 поводочка. Груза самодельные. Вот такие доночки, ребят. Колокольчики, ребят, разные использую. Вот такие колокольчики. Получается, дальше, ну, донка на расстоянии от шалаша дальше. Вот они летают. Вот они манят только. Пошел перелет в этих. Вон еще одна. К вечерку начали. Звоночки, ребят, разные. То бишь позвонче. Я его на дальнюю доночку ставлю. Послабже я его на ближнюю. И, короче, раскидываемся. Ну все, ребят, погнали. Ну вот, друзья, основная леска, груз, 2 поводка. Первый шмат червей. Чуть выше, второй поводок. Насадил по 3 червя. Бывало, насаживал по 4, по 5. Крючки большие. Ну и все. Здесь где-то метров 20 отмотал. Сейчас мы между кусиков здесь закинем. Сразу, ребят, предупреждаю, прежде чем закинуть, сразу
почистите площадку, обрубите кусты, мало ли какие, потому что ночью они могут вам помешать очень сильно, и вы запутаете донку, еще что-то. К вечеру сразу приготовили площадочку, куда леска сматываться будет, и будет здорово все. Ну вот, друзья, доночки расставлены. Пришлось сильно их не растягивать, потому что мест мало, куда можно забросить. Там он, получается, в кустах еще одну бросил. Ну и вот так получается, через 5 метров доночка стоит. Ну, вся ямка обкидана по разным дистанциям. 15 метров, 10 метров, 20 метров вот тут на середине я кинул. Там где-то 15 метров. Короче, как-то так. Будем смотреть, где первая поклевка, на каком проходе он идет. Все это интересно будет, конечно, мне. Первая рыбалка. Так что, ребят, как-то так. Сразу с кармана надо убирать колокольчики. Когда будешь ходить, потом будешь как дурак оглядываться, а это у тебя в кармане звенит. Солнышко, ребят, встало. Точнее, встало, говорю. Точки ушли, погода распогодилась. Все ништяк, все классно. Заварим чайку сейчас, наверное, еще. Ну, спиннинг тоже, наверное, смастерю сейчас. Привяжу поводочек, заброшу, пускай как доночка тоже работает. Так что вот такие дела пока. Что, ребятки, время 7:30, значит, поставил их в 6 часов. Видно было, донки дергались, но даже по воде видно, мелочь плещется. Погодка у нас тепленькая, уже 17 градусов сегодня было. Мелочь выходила, так что сейчас перезарядить надо будет. И уже ближе к 8, к 9 надо уже ожидать, ребят, поклевочку, потому что в это время уже начинает налим выходить на кормежку. Так что сейчас перекину, добавлю по червячку, где поела, поменяю. И будет так, все будет нормально. Будем ждать поклевку на лим. Ребят, сегодня приготовим мяса, наверное. Хороший кусок мяса. Даже не кусок, наверное, ребят, а что-нибудь стейки какие-нибудь замутим. Перекусим, ребят, конкретно. Вот есть у меня такой кусочек мяса. Чисто филюха. Есть зелень, ребят. Есть морковка. Есть лук. Есть, ребята, картошка. Есть чеснок. Черный хлеб. Черный хлебушек, ребятки. И вроде брал розмаринчика чуть-чуть. Розмаринчика. Да, есть розмарин, ребят. Мясо с розмарином я просто уважаю. Такая тема шикарная. Сейчас приготовлю ингредиенты и уже начнем что-нибудь жарить, парить. Использую, ребят, сумку-холодильник. Мясо брал с морозилки, вон до сих пор она еще замороженная. Классно получается, вообще продукты сохраняются. Можно также и холодный, можно и горячий. Будет и горячий продукт, и холодный продукт. Тема нормальная вообще. Нарежу мясо, ребят. Ну, не знаю, я не буду такими плоскостями. Я нарежу, наверное, вот такими плоскостями. Как бы для меня пойдет. Где-то тут кубики получится. Ну, ничего страшного, как бы. Стейк не стейк. Вот такими, ребят, кусочками мы нарежем. И будет все шикарно. Мясо. Оно и в Африке мясо, да, ребят? Так что, да, тут видно, не цельный кусок был, он просто заморожен. Это какие-то заготовки моей супруги. Возьмем сковородочку, ребят, поставим ее на огонь. Здесь такое сделал открытие, чтобы как бы огонь туда подходил, как на плите. Нальем масло. Возьмем морковочку, друзья. Морковку я люблю тоже. Нарежем кубиками. Можно покрупнее, можно поменьше. Морковка жарится, ребят, долго, так что надо ее кидать почти что сразу с мясом. Так, это пока в сторону. Жопу вот режем, не надо нам. Все нарежем таким макаром. Это не кухня, это на рыбалке можно и попакосить, как говорится. Так что без разницы, как получается. И мясо начало томиться. Масла налил много, чтобы было сочно, вкусно.
плюс мясо с прослойками, так что жира будет достаточно. Ну, а если что лишнее сольем, можно с хлебушком помакать, я это лично уважаю. Возьмем лучок, понадобится одна головка, наверное, много лука не будем ложить. Лук нарежем полукольцами. Доска, ребят, приходится на пакетике делать, это все делать. Ну, что есть, то есть. Так, лук нарезали не до конца, чтобы он не развалился. И потихоньку нарезаем. Точнее, даже не полукольцами, а вот такими полосочками. Остатки просто дорезаем. И также с этой. Маленько неудобно. Ну что сделаешь. Все, лук готов. Возьмем чесночок. Откроем его. Чесночок свой, ребят. Не крупный, но зато вкусный. Чеснок чистится очень просто, друзья. Просто нажимается ножом, и он раскрывается. Вот спокойно видно, ребят, он чистится и все. Чесночок, ребят, порежем таким небольшими кусочками. Чисто для вкуса, ребят. Вкус мяса будет идеальный, я так думаю, когда чесночок присутствует. Вот столько нам вполне будет достаточно. Ребяточки, песня просто, друзья. Запах стоит уже такой конкретный. Отлично, морковочка, все работает. Мясо, ребят, посолил и кинем вот пару веточек, ребят. Посолили, розмаринчик кинули, добавили чесночок и лучок. Все. Для готовности останется совсем немного. Красота. Красота. Сейчас все вот эти вкусовые качества начнут работать, и мясо будет просто бомба. Ну, для финального штриха, ребят, возьмем зелени. Возьмем немного укропчика. В принципе, нам этого достаточно. Это так, для красоты. Ну и зелень тоже я люблю. Так что петрушечка, укропчик лишним не будет. Это в сторону. А вот это, ребят, несуразно крупно порежем. Сверху как салатик будет. В конце, ребят, этому все дело. Ну все, друзья, финальный штрих. Сейчас зелень только немного попреет и будет готова. Зелень, кстати, тоже, ребят, даст свой вкус мясу. Может, кто скажет, что это несуразно как-то, но, ребят, это бомба. 100%. Розмаринчик, ребятки. Запах стоит конкретный. Там бобер на той стороне плавает. Он сейчас, походу, приплывет сюда. Скажет, делись. Все, ребят. 3 минуты и снимаем. Без хлебушка. Хлеб люблю черный, бородинский, ребят. Самое оно. О, шикарно. Ну вот, друзья, такая красота у нас получилась. Сочно. Розмаринчик, ребят, в сторону. Он чисто для вкуса. Ну, допустим, моя пережаривает его, и она его также ест. Что, пробуем, друзья? С лучком, ребята, жирненько все. Угу. Ребятки, на природе просто душевно. Просто огонь. Приятного аппетита, ребятки.
Огонь. Так, друзья, перекусил, изрядно так поел, ребят. Давно так не налегал на мясо, если честно. Так обильно по мясу. Ох, хорошо как стало. А одна доночка там пронзинкивала, но там мелочь, наверное, подходит, дергает ее. Время у нас 8. Надо опять же перекинуть, убрать траву, подсадить свежих червячков и ждать уже поклевки налима, ребят. Ждем налима. Сейчас перекинусь быстренько. Ну и все, друзья, перезабросился, 9 вечера. Сейчас все, сейчас должен выходить уже налим на охоту. Мелочь перестает. Ну, мелочь изрядно поела, конечно. На каждой донке один поводок в хлам вообще полностью. Вот такой закат прекрасный. Лужа старится, вообще шикарно, ребят. Уже зазеленело у нас все так, такая благодать уже, лето. Ну, будем надеяться, ребят, что налим покажет себя. Так что, не знаю, сейчас просто буду сидеть в режим ожидания. Ждем звоночек, ждем колокольчик. Друзья, разговариваю по телефону с отцом. Фидер, получается, ну, донку вот эту, палку спиннинговую ставил на кусты. Сижу там на лавочке, получается, ну, наблюдаю. Что-то куст дергается. Ребят, смотрите, что поймал я. Головлишка, ребятки. Хороший головлишка. Отличный вообще. Вот это грузило. Вот я поводок привязал сюда. Палка. Вот такой головлик, ребятки. Зачетный вообще. 26 мая налима ловим, ребят. А тут головлик клюет. Вот это да. Зачет. Хорошенький такой. Все, ребят, смело можно уже выезжать. Пробовать фидером рыбачить. Езя, головля. И кукурузы ничего такого же не брал. Только черри. Вот такие дела. Есть, ребятки, первая рыба 2018. Жду налима, ребят, представляете. Ну, понятное дело, 26 мая. Беленькая рыбка-то уже поклевывает. Вот так у меня, ребята, висело. Даже не фидер, как донка получается. Без бубенчика. Бубенчиков с собой что-то не было. Я их потратил. Сейчас одел колокольчик с прищепкой. И смотрю, дергается что-то. Я как раз с отцом общаюсь. Даже при нем зажал щекой телефон и вытащил, как бы, ребят. Прошу прощения, что-то забылся за камеру. Хотя на голове экшн камера висит, блин. И забыл, короче, включить все это дело. Ну, хорошенький, ребят, хорошенький, достойный головлик. Такой. Грамм 600, наверное. Отлично вообще. Время 10 час. Возможно, будет рыба. Ну, ждем налима, ребят. Приехали на налима. Кстати, друзья, использую такую баночку на 5000. На 5000 вот миллиампер. Также тут есть фонарик. Иной раз спасает. И вот иной раз сидели когда-то в банке, подвесил его. Нормально светит, отлично. И вот, ребят, хотел показать вам USB переходник. Вот такой он маленький, беспроводной. Ну, как бы провод внутри, а растягивается вот таким образом. Опа. Все, получается шнур сантиметров 70, наверное. Также он обратно сматывается. Раз. Щелчок, все, он стоит.
Ну, естественно, ребят, то, что сейчас переходник, то бишь вход один и тот же, что на телефон, на камеру и так далее. Но здесь видно, ребят, всякие разные переходники. Вот видно, такой есть, широкий, плоский. Вот этот даже на Sony Ericsson, помните, да, такие телефончики? И когда-то сейчас встречался с человечком, что-то сидели, и он говорит, что такое? Я говорю, да телефон заряжаю. И спас его, короче, у него старая Nokia, и спас его вот этим переходником. Я его зарядил, он довольный. Вот такие дела, ребятки. Вот так, друзья, дождался поклевки налима. Вроде качает. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть, друзья. Да. Клюет. Не знаю. Боюсь профукать. Поднялся ветер, ребят. Нет, качает. Друзья, давайте пробовать. Ребятушки, вот такой малыш вышел на охоту на лим. Вышел на охоту, ребят. Но этот сопляк, сейчас попробуем отцепить нормально. Да, нормально отцепил. Блин, нет, кровь пошла. Вот что вот это за беда у них такая постоянная, блин. Сразу жабры у них хлам. Я думаю, тут без вариантов уже надо. Ё-моё, блин, вроде так. Ну пока дотащишь его, воротит, блин. Придется брать, друзья. Что, друзья, есть налим. Но этот уже покрупнее красавчик. И почему-то без поклевки, ребят. Просто начал проверять донку. Эта донка сработала на дальней бровке. Колокольчик я не слышал. Просто начал проверять. Сразу почувствовал тяжесть. Ну, короче, здесь налим, ребятушки. Вот так, зараза, они глотают. Крючки достаются тяжело, потому что глотают они со страшной силой. Сейчас попробуем отцепить. Тем более, когда долго. Ну-ка. Вот так, ребят, тяжеловато. Ну такой налимчик. Бедолага весь в крови. Есть налимка. Чуть-чуть покрупнее, но это тоже не результат вообще никак. Такие дела. Обратите внимание, ребят, на окрас налима. Вот он желтый, зеленоватый такой, желтый-желтый. Это говорит о том, что, ребят, он обитает на песках. И вот даже у такого налима, ребят, смотрите, какое брюхо. Видно, что налим хорошо питается, кормится. Просто, не знаю, набитый желудок у него. Вот так, друзья. Получается, две поклевки еще было. Вот эту я даже не слышал, отвечаю. Просто сейчас решил перезакинуться. И вот смотрю, попался налимчик. Вот это дом. Опа. Вот тут сейчас, ребят, в онлайне поклевка. В онлайне поклевка. Не знаю. Вот видите, сразу перезакинул. Поменял черви полностью. Потому что черви все равно белеют, они не шевелятся. И все равно стараться надо почаще добавлять свежих червей. Как бы это к лучшему, я думаю. Вот такая поклевочка, и все, он бросает. Это мелкий налим. Все то же самое с прошлым годом. Мелкий, тупо мелкий налим вообще. Крупного мы поймали в прошлом году, только я поймал осенью более-менее хорошего налима. А остальное, ребят, все мелкий налим. Что-то вот качает, может Я только перезакинул. Опять небольшой
шнурок, опять заглот и опять кровь. Тихо, 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 тихо. Без вариантов, блядь. Ё-моё, блядь. Ну, друзья, рассвет. Рассвет приближается. Забодяжил чайку с утреца. Что-то всю ночь, ребят, такой ветер у нас жесткий. У меня шалаш разворотило весь. Смотрите, как стал. Вигвам разбило жестко. Забодяжил чайку. Ну, налим, ребят, как и в прошлом году, не радует вообще никак. 3 налимчика попалось. Как попалось, заглотили заразки. Таких только отпускать бы надо, конечно. Где крупный налим, друзья, не пойму вообще никак. Не знаю, может, если дело пошло, голова или ясь, может, жирует. Может, с утреца сейчас попробуем яйзишку добыть. Мало ли клюнет. Посидим, подождем. А пока, ребят, встречаем рассвет. Как-то так. Здесь, ребят, у меня черный хлеб бородинский. Накатал мякиш такой. Ну, это, конечно, много, но сейчас сделаю поменьше и попробую вот поставить на ту доночку, на которую взял голавль. Возможно, чем черт не шутит. Хлеб бородинский, ребята, он уже с добавлением аниса, такой он специфический, как бы со своим вкусом. Может, червяк как бы ему как и не надо, как потому что это общий корм сейчас весной, а вот на хлеб может соблазниться. Сейчас закинем, пускай стоит. Ну что, друзья, заканчиваем рыбалочку. С утра, ребят, ждал головля, езя. Ну, в итоге ни одной поклевочки, ничего больше у нас не вышло. Собираемся домой. Собрал доночки, все запаковал уже. Дровишки, в принципе, ребят, хватили на всю ночь. У нас осталось еще сколько дров. Кому-то хватит. Кто-то, может, придет, порыбачит. Вот у нас, ребят, улов такой. Головлишка получается. И 3 налима. Налимчика. Ну да, таких можно было отпускать, но, ребят, сами видели, как болтают жадно. Без вариантов. Хорошая жареха будет сегодня. Голавль порадовал, конечно. Симпатяга такой. Красавец. Ну как-то так, ребятки. Ну вот, друзья, открыли сезон 2018. Поймали белую рыбу. Поймали налима. По крайней мере, мы его увидели. Второй или третий сезон, ребята, вот такой налим на визинге. Я не знаю почему. Мелкого налима очень много, но даже у того же килограммового его просто нету. Я не знаю почему. Надо ехать на Сысолу, пробовать там. Ну и видите, что белая рыба пошла. Уже будем открывать сезон. Уже полноценно. Скоро перейдем уже на фидер, на спиннинг и так далее. С меня, ребята, спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, ребят. Впереди очень много интересного. И чисто так, по сути, душевная такая, моральная такая ситуация. Допустим, ребята, в городе, да, есть значение. У тебя есть дорогие часы, там, дорогой телефон, крутая машина. И хорошо выглядишь, хорошо одет, тем самым тебе видно. А здесь, ребята, в тайге, на природе, ты един, только ты и природа, и все, и больше ничего. Как ты себя поставишь, так оно и будет, ребятки. Такая истина. Так что, ребят, увидимся. Всем пока.